Предполагаемая республика планировалась как автономное образование в составе РСФСР. Проект в народе так и прозвали «сталинским», так как положение проекта было разработано Народным комиссариатом по делам национальностей РСФСР и подписано лично Иосифом Виссарионовичем с участием Центрального мусульманского комиссариата, куда входили Галимжан Ибрагимов и Муланур Вахитов. Историки уверены, что для Сталина этот проект был лишь формой федеративного устройства будущей России, а вот ее главным идеологом, идейным вдохновителем выступил молодой революционер Муланур Вахитов. Его называли самым ярким татарским революционером, хотя поначалу Муланур Вахитов даже не входил в большевистскую партию, хотя полностью разделял ее взгляды, особенно по национальному вопросу. Он был ближайшим доверенным лицом Ленина и Сталина и очень часто с ними встречался. То есть был фигурой номер один среди татарских большевиков, который очень активно занимался продвижением сталинского проекта по созданию Татаро-Башкирской республики. Работа шла в условиях продолжающейся непримиримой гражданской войны. Белогвардейцы расправились с лучшими сынами трудового народа. Погибли Яков Шейнкман, секретарь Губкома партии, Мартын Межлаук, комиссар юстиции, Абрам Комлев, руководитель профсоюзов. После долгих пыток был расстрелян Муланур Вахитов. «13 декабря, спустя 4 месяца после смерти Муланура Вахитова, Центральное политбюро отменило положение о Татаро-Башкирской республике. Более того, коммунистам было запрещено вести какую-либо пропаганду и агитацию на местах. И все же вопрос об организации отдельной татарской автономной республики оставался открытым. Комиссия вот эта была создана под руководством товарища Сталина по образованию татарской автономной республики. Значит, в комиссии этой работали Сталин, Каменев, Преображенский. Многих нельзя было называть, они были потом расстреляны, но я считаю, что надо говорить всю правду, как есть. Значит, Султан Галеев, Саид Галеев, Шмидт, Цурюк, Покровский. Ну и, конечно, в комиссии этой не работали, но они очень много сделали. Это Галимжан Шараф, он границу устанавливал республики. И вместе с ним работал Сафиуллин, это Сайфи Казанлы, его псевдоним. Вот они очень много сделали для создания нашей республики. Ну и, конечно же,